Период, когда цветут деревья и распускаются цветы, вызывает радость в душе каждого человека. Однако для некоторых это радость со слезами на глазах и насморком. Аллергия не дает в полной мере насладиться природной красотой. Волшебство весны, пробуждение природы после зимней спячки и утопание улиц в цветах, к сожалению, долгожданы не для всех. Полинос, сенная лихорадка, весенний катар, сезонный аллергический ринит – это все название одного и того же заболевания – аллергия на пыльцу, которая носит сезонный характер и обостряется в период цветения. Первые упоминания о симптомах, возникающих в сезон пыления растений, появились еще в 200-х годах нашей эры. Тогда античный врач Клавдий Гален для обозначения выделений из носа использовал термин «катар», что в переводе с латинского означает «стекание», «течь». Отсюда и одно из названий заболевания – весенний катар. Адам Цечоев вместе с семьей приехал в столицу Ингушетии из Карабулака. Привез младшую дочь на лечение. Пока его домочадцы будут у врача, глава семьи немного прогуляется по Магасу, чтобы насладиться местными красотами. Цветущая весна к этому очень располагает. Правда, любоваться красотой природы Адаму Хасановичу удается лишь с применением лекарств. С одной стороны, приятно, когда цветение, солнце, погода. Ну и для больных тоже это самый такой тяжелый период. Я думаю, будет все нормально. Чуть-чуть перетерпеть и все наладится. Я сам страдаю аллергией. Как-то на таблетках пытаюсь как-то, я думаю, это временно. Ученым известно более 250 тысяч растений, продуцирующих пыльцу, но только порядка 150 пыльцевых аллергенов, деревьев, злаков и сорных трав вызывают полинос. Ольха, береза и черешня чаще других древесных растений могут провоцировать весенний катар. Когда улицы начинают утопать в цветах, у аллергологов начинается горячая пора, увеличивается поток пациентов. У меня сейчас начались проблемы в апреле. Да? Обострение, скорее всего, на весеннее цветение. А в том году у тебя так было? Нет. У девушки насморк, кашель, чешутся глаза и порой ей тяжело дышать. Юная Пятимат Хашиева раньше страдала обострениями аллергии осенью. Вероятно, такую реакцию вызывала амброзия. Но теперь организм молоденькой пациентки дал такую реакцию и на весеннее цветение. Кроме антигистаминных препаратов есть ряд рекомендаций, которые помогут людям, страдающим от полиноза, легче пережить этот непростой период. Самое радикальное, конечно, это если есть такая возможность выезжать в другую климатическую зону. Это, допустим, морское побережье, это высокогорье. Чем выше горы, тем меньше пыльцы. У растений пыление в основном бывают утренние часы. То есть надо воздерживаться от прогулок в утренние часы, предпочтение отдавать вечернее время прогулкам. Если вещи постирали, то нежелательно их сушить на открытом воздухе, поскольку пыльца прилипает, и, соответственно, вы ее приносите к себе домой. Важно также помнить, что аллергия порой может давать перекрестную реакцию. Вот если, допустим, это березовая аллергия, то пациенты эти имеют реакцию на некоторый продукт. Это яблоки, это фундук, орехи, это морковь сырая. То есть нужно воздерживаться от приема этих продуктов. Если это будет аллергия на сорные травы, то воздерживаемся в сезон цветения от приема подсолнуха, подсолнечного масла, соответственно, горчица, бахчевые. Также всем, кто страдает полинозом, не стоит принимать любые травяные сборы, аптечные чаи. Вообще, среди горожан заболеваемость сезонным аллергическим ринитом регистрируется в 4-6 раз чаще, чем у сельских жителей. Вероятно, причина в дополнительном воздействии на человека выхлопных газов, оксида азота, диоксида серы и табачного дыма. По сказочному красивую пору цветения людям, страдающим от аллергии, пережить легче можно, если соблюдать рекомендации врачей. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.